самых значимых событиях за последние 24 часа в эфире региональных вестей расскажу вам я, Луиза Яхяева. Здравствуйте, начнем с главных тем выпуска. Не время отдыхать. Есть аварийная бригада по всем направлениям, готовы в любой момент в течение 15 минут выехать на любые виды аварий. Экстренные службы региона работают в штатном режиме даже в новогодние каникулы для того, чтобы обеспечить безопасное времяпрепровождение для жителей и гостей республики. Жажда творчества. Бесконечная красота. В нашем выпуске мы расскажем о 3 братьях-ремесленниках, чьи творения из дерева захватывают дух. Состязание за первенство. Все победители данного первенства нашей республики будут бороться на СКФО. Турнир по греко-римской борьбе собрал любителей этого вида единоборств в спорткомплексе «Олимпийск». Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Зелимханов, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал об обстановке на линии соприкосновения и опроверг слухи о гибели Рустама Агуева. Ассаламу алейкум, ассаламу ашалду, тасила пача, рамза хадж, ишт махквой, вежерина власти. Вайн ваха артагана, духу, люч элдит шхул, шейн цахур хул. كمان تيجي تعويني هوقع إلزيني وقنا يخلي طبعا ويا رستم إسماعيل زيندي خوش بوش تبرولين عدو مارينك دنيسكي أول قزحة تاع ويسجل تتويش ويك أنتي شين تديلن دول ديخر شق داخش بو دال مقلع شق داخر دوش بو إشت مصر ميتع مصر نبرولين لوغانسكي أول ديا أبتي ووش أول إشت Херсонская область, Запорожская область, воевежли болболча, мосу метя, Энергодар, атомная станция, мосу аура, шин эйлен, задаш почеш, ца шек табуш, кенти, болбеш, будал мулаха, шумаха, ваш болболча, тейоичу, дик результат шуна, дагра, мосу хозях, одият я, таюкш боч, воевежли цараха, воепачана, дейларезгл аля. دال سي دول رمزا حاج دال عالش ويلع دال لات ويلع بوصل ديننا نوتشي قومنا تعاشيكو يوتش ويا بوصل دين لدريح بيما سنة لدريح ديل قيدمت ديل سلام خلصون دغن نوتشي قام وي بتشعل قريريحة وي نيش نيق داخل تعاشيكو يات دغن ديدينو ميلدولا وي ويجري شاغلوش بو مصو اور دغنا командование СВО Генеральный штаб Министерства обороны Масара وي подразделение отмечать Ахмат подразделение шулёлча ца проблем ят мосто шент эйлан задаш хочешь шубош остаипнера босто по всей линии фронта вижу кавюкш бу масана ах ой пачат арах хан хоча хан баркал дерес лаулш وي как кураторы мосто направления خز خزادول حلقه خوش كان هنا اوستل ويشا خوش ца خزادول حولا ца سجت تسويش سمو دال مولا ويش تديلان ديخر وخوش دشتو شادك ديلعدو دال بقو طول ويدحل بتشع دال غزوة قبل دول أحمد حاجي ديش نشدو دال بقو طول بوش دايتر بوش بقولك أنت يوت أخا أحمد سيلا الله أكبر الله أكبر 9000 добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа с началом специальной военной операции. В учебный центр стекаются сотни молодых людей со всех уголков страны, готовых встать на защиту суверенитета и целостности своего государства. Под чутким руководством опытных инструкторов они проходят подготовку. Для этого созданы лучшие условия. Добровольцы получают качественную экипировку и необходимый инвентарь для полноценного обучения и последующего выполнения боевых задач на линии фронта. Стоит отметить, что число желающих вступить в ряды российской армии неуклонно растет. Как известно, в период новогодних выходных работы у экстренных служб становится только больше. Именно поэтому они стоят на страже безопасности для того, чтобы ничто не омрачало отдых жителей и гостей региона. О том, как проходят праздники у тех, кто в строю, несмотря ни на что, в этом сюжете.
Ваша заявка с принятием под номером 2415. Аварийная бригада уезжает в течение 5 минут. Ожидать ее. В новогодние праздники экстренные службы работают в штатном режиме, ведь вызовов бывает не меньше. К примеру, сотрудники «Газпрома» не только выезжают по звонку, но и проводят профилактические мероприятия, проверяя старые газопроводы на наличие утечки, загазованности и давления. Летом давление газа составляет минимум 120-140 миллиметров водного столба, а зимой 250-300 миллиметров водного столба. На зимний период времени мы поднимаем давление газа, чтобы всем абонентам хватило газа для отопления дома и для повседневных нужд. Не спят и энергетики. Сотрудники Чеченэнерго тоже проводят профилактические мероприятия во избежание катастроф и успешного прохождения осенне-зимнего периода. По поручению главы региона был создан и оперативный штаб под руководством депутата Госдумы Адама Делимханова, чтобы быть готовыми к любым аварийным ситуациям. Строгий контроль за всеми предприятиями в регионе идет в диспетчерской. В случае какой-либо неполадки все можно сразу же рассмотреть на мониторе и сообщить о проблеме. Есть дежурный персонал, который постоянно круглосуточно несет дежурство. Есть аварийная бригада по всем направлениям, готовы в любой момент в течение 15 минут выехать на любые виды аварий. Станция скорой помощи также не отдыхает и принимает вызовы 24/7. В праздничные дни их становится даже больше. В данном случае у нас сейчас идет вспышка ОРВИ, аденовирусной инфекции, ротавирусная инфекция, поэтому вызовов у нас пока достаточно много бывает. Бригада 25 до 30 вызовов обслуживают в сутки. Приняв очередной звонок, мобильная группа как можно быстрее садится в машину скорой помощи и отправляется на подмогу. Выездная бригада скорой помощи состоит из 3 человек. Обычно это врач-реаниматолог, фельдшер и водитель. Работают они по всему городу и до любой точки доезжают менее чем за 20 минут. Внутри имеется все необходимое медицинское оборудование, чтобы не терять время и сразу оказать помощь пострадавшему. Ну а в случае пожара, взрыва, аварии и стихийных бедствий на помощь всегда приходят сотрудники МЧС. На период праздников все силы службы приводятся в режим повышенной готовности, поскольку в это время люди спешат встречать Новый год и подчас пренебрегают правилам безопасности. На местах проведения мероприятий круглосуточно дежурят сотрудники личного состава. На данной территории задействована 1 единица спецтехники и 5 человек личного состава. Мы пристально наблюдаем за ситуацией. На сегодняшний день никаких происшествий не было. Мы надеемся, что этот вечер также закончится без происшествий. Немалую опасность для граждан представляют пиротехнические изделия. Сотрудники МЧС призывают жителей региона пользоваться ими как можно осторожнее, по инструкции, и приобретать их только в специализированных магазинах. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Умельцы по дереву ценились всегда, однако в наше время их изделия чаще имеют не бытовой, а художественный характер. Заглянуть в мастерские искусных ремесленников и узнать секреты их работ удалось нашему корреспонденту. Легким движением руки Ибрагим Исмаилов воплощает в жизнь самые замысловатые узоры. Вместе с 2 братьями Хараном и Асавадом он продолжает дело отца и с гордостью считает это семейным наследием. В этой мастерской он работает уже 30 лет и держит его безграничная любовь и интерес к своему делу, признается мастер. имел простой больше еще мы хазмай имел дичи дагар еш моей сами элата вот сам остеверзина это айна ешати так что дагар еще мы ничего и хазхулу. В его коллекции множество шедевров. Это и столовые приборы, и трости, и различные оригинальные сувениры. Каждое изделие покрывается специальным пищевым лаком в целях безопасности. Работа сложная, требует терпения и усидчивости. Также хорошо нужно знать характер дерева. Это приходит с опытом и под силу только настоящему мастеру. Примерно это вот это 60, он ширина 60. إذا عدتش كان حاجة عدتش كان جمع جيني عدتش كان بريمير هو يزهق تن هو صاريو لكن حيول شلو ما هون جوش خلقون ما دري شيء خدوجني كان شاسور تلشوج يسور جوش خلقون إيش تاني جوش خلق إيم خسرير تن هولي. Изделия изготавливаются из различных сортов деревьев, но, как и у любого мастера, есть свои предпочтения, с которыми работать легче и приятнее.
Именно с этого места все и начинается. Древесину с леса приносят прямо сюда. Предпочтительнее всего делать изделия из дерева карагач, так как оно легче всего поддается обработке и визуально выглядит лучше. Уже отсюда нужные части переносят в мастерскую, она здесь как раз рядом. Далее мы отправились к старшему брату Ибрагима Харану. Он также изготовил много шедевров. Один из них выделяется не только искусной работой, но и размером. 6-метровый орел из осины весом 2 тонны. Смотря на него, сложно поверить, что это мог сделать один человек всего лишь за месяц. Но Харан разрушил все законы физики и доказал, что возможно все. Работа, кстати, полностью выполнена бензопилой. Und also бесконечные юценые красота. Она милла, еще шва, милла, дуй. Братья трудятся не по эскизам, каждая вещь делается так, как велит им вдохновение. Харан в этом деле уже 42 года, признается, что с каждым изделием интерес возрастает. Искусством бесконечный дух ее, трудно угоре доступный хока хардечки. Так вот, дечки хона яцелу шумья яцел. Уяло хоккол дечком айк бинац ам яло да хинце вен и серано как никак искусство яс дают шуйнис. Жажда творчества толкает мастеров участвовать в различных всероссийских выставках, где они, к слову, неоднократно занимали призовые места. Это дает возможность ремесленникам искать потенциальных партнеров и клиентов далеко за пределами республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Сейдим Мирзаев, Вести, Чеченская республика. Настоящая битва за звание лучшего развернулась в спорткомплексе «Олимпийск». Сегодня прошел первый день первенства Чеченской республики по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В каждой весовой категории были зрелищные поединки. Рамзан Абоев следил за триумфами. Только победа. С таким девизом Магомед Туркдакаев каждый раз выходит на ковер. И эта убежденность в собственных силах его не подводит. Он сумел выйти в финал и на этот раз. Занимается он борьбой уже 8 лет. Турнир такого масштаба для него дебют в большом спорте. В республике хорошо бороться, потому что ты набираешь опыт и приема. Было бы хорошо, если было бы больше соперников, больше схваток. Благодаря таким схваткам ты получаешь опыт. Узнаешь, какие твои ошибки, какие минусы. Этого события любители спорта ждали давно. Первенство Чеченской республики по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, приуроченное к столетию чеченской государственности, собрало под сводами спорткомплекса «Олимпийск» 120 спортсменов в 10 весовых категориях из всех муниципалитетов региона. С самого начала соревнований спортсмены показывают свою готовность. Юноши демонстрируют зрелищные поединки, а наставники подсказывают необходимые приемы, поскольку в греко-римской борьбе победа зависит не только от силы, но и от техники. Если боксеры придерживаются девиза «порхать как бабочка, жалить как пчела», то борцы немного другого. Человек рождается в борьбе. Подразумевая под этим, что во время тренировок и поединков борец вырабатывает характер, который и делает его личностью. Судейская бригада опытная, поэтому говорить об ошибках не приходится. Здесь специалисты всероссийской и международной категории. В плане судейства вопросов, я думаю, ни у кого не возникнет. Конечно, это соревнование. Для того, чтобы решить спорные моменты, у нас есть определенные правила, исходя из которых мы выносим свой вердикт. Не меньше самих борцов переживают зрители, которые в этот важный день пришли поддержать своих родных и близких. Во мне живет этот вид спорта. Нравится. А в частности, сегодня я приехал для того, чтобы посмотреть со стороны, как бы сказать, повнимательнее посмотреть на судейство, как они судят, чтобы в дальнейшем мои ученики тоже знали правила ведения борьбы этого вида спорта. Греко-римская борьба мне нравится своей физикой. Там очень много людей, которые хорошо борются. Тут есть мои товарищи по борьбе. И я пришел сюда прийти, поднабраться опыту и посмотреть, как борются люди, которые старше меня. Турпал Ализурмаев на ковер выходит не в первый раз. Его уже можно назвать опытным борцом. За 6 из 19 лет занятий спортом он успел достичь немало побед на различных всероссийских соревнованиях.
Этот вечер стал настоящим праздником для любителей спорта и оправдал самые смелые ожидания зрителей. Первенство продлится 2 дня. Спортсмены, которые стали победителями, представят Чеченскую республику на турнире Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет в конце января в Махачкале. Рамзан Абуев, Маусар Исраилов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. На этом все. Я, Луиза Ахаева, с вами прощаюсь. Следите за новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».